Агрус, Шолом Алейхем. Lomer on hebben der volgende limit in Yiddish Deutsch. Limit elfter. Behind mir well lernen verb hobum un iberike. Lomer on hebben. Борухабо. Значит, здравствуйте. Продолжим изучение языка идиш в варианте идиш тайч. Это сленгово-разговорный, вот, который я даю как бы от себя, но с грамматической основой. Вот. На сегодняшнем уроке вы узнаете о верб хобом. Это верб, это глагол, хобом это иметь, хобом. Вот. И остальное, значит, ун и берика, это и остальное. Entschuldigt was ich nicht wollen. Или можно сказать бетен махиле. Махиле это гибридизм, бетен махиле. Это прошу прощения, was ich nicht wollen, что я не брит. Это или геголд, можно сказать. Это партицип уже образованный от инфинитива, но это сложно. Вот. В данном случае вот эту книгу мы пока касаться еще не будем. Вот. Продолжение это. Там мы уперлись в числительное, я помню. Значит, и просто так влить числительное, не объяснив, как формируется простейшее предложение, это было бы, ну, в духе того, кто составлял эту книжку. Вот так. Но я так, нет, на это я пойти не могу, мне надо посоветоваться с Михаилом Ивановичем. С кем? С шефом. Ага. Вот мне ни с кем не надо советоваться, это я с собой посоветовался. И решил, что мы продолжаем, и числительное пойдем потом по этой, ее в сторону. Так, что у нас там? Видите, что я особо там не готовлюсь, так, на полурасслабоне это все. Ну, видишь, он такой. Вот. Такой. Значит, что здесь нужно сказать? Значит, у нас есть глагол хобом. Пишется он вот таким макаром. Так, что-то мне это не нравится. Свет направлен как на Дерибасовской. Все время не туда. Погода хорошая, но по свету этого не скажешь. Это вот так вот, в общем, он пишется. Вот. Это мне опять наоборот приходится. То есть иметь, да? Хобм. Буква хей. Так. Значит, ее где-то бы прочитали, мне сейчас можно тут вот натыкать в этом месте, короче, кое-чего. Значит, как гобом, понимаете, она читается на украинский манер, независимо от того, вы в Венгрии идишит, или вы там на Уильямсбург-штрассе, там где-нибудь в области Нью-Йорка. Значит, по классике, по букварю, она читается как гобом. Это украинское такое г. Вот, на выдохе г. Вот. Но. Есть буква И, мы ее проходили. Это ют с точкой. Пункт. Ют, пункт. Вот. Под низом точка идет. Вот, это И буква. Но, значит, она читается как И, но если следом идет И без точки, понимаете, вот где-то в тексте попадается в этом же слове, она по классике, по букварю считается как И. Вот возьмем простое слово идиш, да, я его как идиш тайч произношу, вот, но на самом деле, никто бы мне не запретил произнести идиш. Это на украинский манер, но это правильно. Вот, тоже было бы считаться. Вот точно так же и здесь.
значит, я говорю хобом, да, вот, но если вы где-то услышите гобом, вот, то не пугайтесь. То есть вам потребуется какое-то время, чтобы переломать слух и понять, о чем он. Вот, и приспособиться, привыкнуть к этому делу. Но это незначительно против того, изучая вы немецкий, классический, литературный, и потом приедете в Германию, неважно в какую область, куда-то вас десантировали туда, телепортировали, не знаю, там, забросили, короче, по командировке, по работе, и вы понимаете, что все, чему вас учили там где-то на курсах или в школе, это до одной дверцы, потому что там 53 диалекта, рабочих, живых, и из них около 5 переросло в нидерландский язык. Вот, допустим, отдельный язык Лихтенштейна, отдельный язык, допустим, какой-нибудь там провинции в Италии, допустим, вот, и отдельный язык какой-нибудь, допустим, части Бельгии. Понимаете? То есть по нему пишутся учебники, они там отстаивают свою независимость, вот, и учат в общинах, в округе, в провинции, вот, Мединес, можно сказать, можно каунти, вот, учат именно своему классическому диалектопроизношению, примерно как вот в Биробиджане есть, идиш какие-то там учебники наверняка есть, вот, и у них там свое произношение какое-то. То есть в Германии вы будете просто офигеете от того, что там 53 диалекта, вот, но идиш, он числится как средненемецкий, но включает в себя и верхненемецкий. Это вот те вот, которые отошли в Швейцарию, там, в Бельгию, короче, в Нидерланды. Вот, это те куски тоже он включает. Как верхненемецкий он тоже заходит. То есть учите идиш. Это тогда вы будете знать средненемецкий и что-то из верхненемецких. Вот, иначе вам, как мне сказала одна преподавательница, когда я ей включил, в общем, преподавательница немецкого в школе. Вот, она талантливая была, значит, но не защитила диссертацию, аспирантуру закончила, вот, и убежала из института в школу, как-то так получилось, вот. Вышла замуж, там все, ну неважно. Кстати, шидехтон, выйти замуж, шидехтон, вот, это как гебраизм считается. Вот, и, значит, вот, я включил ей на диктофоне начитанный текст на идиш с классическим произношением. Она мне сказала: слушай, говорит, это какой-то северонемецкий старый диалект, похож на старый швабский. И все, говорит, я не хочу в этом разбираться, это точно немецкое, что-то старошвабское. И все, и пошла. Это сам... Я постоял, поулыбался, думаю, ладно, я тогда не понял, о чем она. Но потом, когда про 53 диалекта узнал, я понял, что и это сюда же можно тоже занести. Она даже не въехала, о чем был этот текст. Вы представляете, насколько оно там внутри отличается. Южане от середины, вот, в том же Берлине на 2 части можно поделить. Это по языку. Вот. Ну, принято у них там пакт такой, чтобы не ссорить нацию, короче, в книжке выпускать на литературном каком-то одном общепринятом. Вот в идиш можно тоже примерно так же отнести, но он очень хитро вылезался с 9 века, вот, и в 15 он уже сформировался как отдельный язык. Он включил в себя и средненемецкий, и верхненемецкий. То есть, изучая идиш, вы не промажете, вам только потом на латиницу придется перейти с алефбейса, с иероглифисей. Вот, и все, по месту. Вот такое дело. Но вы же будете вхожи и в еврейскую среду, а там вам умереть точно не дадут. Это с голоду, там, от холода. Вот, накормят и напоят. Несмотря на то, что вы там, допустим, не знаю, там, из Ямало-Ненецкого автономного округа. Какая разница? Вот, зная вы их язык, это всегда вызовет уважение. Вот. Так, так о чем мы? К нашим баранкам, как это будет? Zu uns Bagel. Bagel, он мерцола не имеет, там знак равенства получается. Zu uns Bagel, это к нашим баранкам. Вот. Так вот, еще раз, хобом, да? Прелюдия длинная получается. Вот. Это иметь. Для чего вам это знаки? Потому что это, хотел шняга сказать, штуковина, дети не должны смотреть. Я тут себе позволяю. Одесского всякого, блатного. Вот. О том, что он женат на блат.
Фарвоз бины хаза фартовер яд. Так, значит, идем дальше. Это одесская. Идишская одесская. Значит, что мы имеем? Вот это вот иметь, оно участвует в формировании простейших предложений. У нас простейшие были какие? R is do, да, это R is do, он здесь, is это быть. Вот. А сейчас мы иметь рассмотрим, потому что иметь, оно идет корнями, вы же не скажете, допустим, он имеет карандаш, допустим, их, там, допустим, как это сказать, их хоп, дерблайер, допустим, да, их хоп дерблайер, вы же так не скажете, это вы переведете, вы сказать можете, но переведете как у него есть карандаш. Вот это вот и будет вот эта вот такая изюминка, которую нужно знать, и это слово участвует в формировании предложения, которое переводится не он имеет что-то там, или она там, или это, допустим, вот, а у нее есть, у него есть, у них есть, у нас есть, понимаете, вот это та часть. Если вы это не освоите, как основу глагола, инфинитивом и отделение его от окончания, это то, что было в прошлом уроке, то, что я говорил, представляете себе каркас, остров языка, вот, вы сложную грамматику не пройдете, она легче, чем немецкая, но там тоже волосы заворачиваются на голове, это самое, когда уходим там в спряжение и прочее, в нерегулярные глаголы, ой-ой-ой, золн, лозен там, вот, короче, как бы, бакицер. Вот. К нашим баранам, цунс бейгл. У нас есть верб хобом. Вот. Вы помните, что вот это вот окончание БН, ПН читается как бм, пм. Это еще есть хым. Вот, ну хым это в гебраизме там редко, это редчайшее, там, это, если вы промажете, ничего страшного, вас простят. Вот, но тут нет. Это, хотя вот если певец на сцене, допустим, он слизывает это ну, не поймешь, как он произнес. Хобом, и все. Это сглотнул вот это вот, а бым, пым, никто не будет прислушиваться, разбираться. Примерно уловили, что это речь идет о том. Вот. Но в целом, если вас заслушают где-нибудь, ну, скажем так, на идиш каком-то, где приедет профессор, понимаете, вот там вот, и вы выступите, и вот это ошибетесь, то там слух зарежет, конечно, потому что люди будут сидеть подготовленные, они с базар вокзала где-то, нахватавшиеся поверхностно, вот, и сразу же поймут, что вы, как бы, понятно, это, в общем, не будем выражаться, это обидишь, знают что, это как правило, там несколько фраз, там Алтер Кокер, старый пердун, там, не знаю, еще какие-то майсы. Майсы это сказки. Вот. Ну, это если в одесском мансы будет. Вот, они их себе так, как мансы перетащили. Вот. И еще там может пару фраз там. Сейчас все из головы выветрилось. Вот. И это вот такое. Но если вы вникаете в язык, то будьте добры иметь дело с верб-хобом. Так. Значит, что у нас есть? Есть вот такая таблица. Вот. Таблицу переписать себе в тетрадь, кто ведет тетради по моим урокам или по изучению языка и идиш тайч. Вот, переписать себе в тетрадь. Я сейчас ее покажу, значит, нажать на паузу и срисовать себе в тетрадь. Вот, может у кого-то нету учебников, там, словарей, Вертербух. Вот. Лернбух учебник. Значит, смотрите. Может это выключить? Или не надо? Ну, в общем, смотрите. Вот так вот где-то. То есть она коротенькая. Эта табличка, вот, я ее держу сейчас. Вот, можно присветить. Вот так вот где-то. Вот. Значит, по этой таблице, что у нас есть? Значит, глагольные формы и глагольные окончания. Значит, основа глагола хоп. Вы поняли, я сейчас подведу тут. Сверху рамку поставлю.
зеленым вот я выделил. Вы уже знаете глагольную основу. Вот. Хоп. N не в счет, это окончание инфинитива, потому что здесь иметь, понимаете? Вот. Но вы уже наученные предыдущим опытом должны это все подставлять и под мерцол, под множественное число. То есть мы и они. Вот. То есть это и инфинитив, и мы, и они. То уже у вас наметанный глаз должен быть в этом вопросе. Вот. Там, где инфинитив, там всегда мы и они. Значит, смотрим, что я, да, это что такое? Первое лицо, единственное число. Значит, здесь их хоп, их гоп можете там, ну, лучше хоп произносить. Вот, их гоп. Вот так вот. Да? Вот. То есть, что такое тут? Тут у нас, значит, бейс в конце. Дело в том, что бейс корнями из гебраизма переводится как когда, в то время как. Вот так вот. Ну, в общем, в данном случае это буква. Вот так вот оно идет. Значит, тут у нас окончание, понятно какое, вы видите. То есть уже нахватываете, ловите окончание. Глагольную основу от окончания отделяйте. Вот, и тогда у вас быстро в голове все разложится. Дальше. Значит, он, она, оно, вы. Вот это очень важно. Значит, тут лица смешанные, вот. Как бы, но в таблице они проходят одинаково. Вот это вот важно. Видите, здесь уже что я обозначил? Б нету в конце бейса, но есть тес. Вот, стрелочку поставил, тес. То есть тут получается там зи, ир, р, допустим, ход. Ход. Видите, вот. Я обозначил специально зеленым. Ход. Вот, то есть зи, ир, р, ход. Это что у нас такое? Он, она, оно, вы. Это, то есть бейса уже нету, он на тест меняется. Вот, дальше. Это, но лучше запоминать это не как меняется, вот это, как в иврите нам сохнуть давали. Здесь КамАЗ меняется на шву. Ну и что? А правила, по которым он меняется? Сразу тянет вопрос задать. А они не знают. Это они там сами в шоке от этого всего дела. Значит, так вот, чтобы тут таких вопросов не было, а по каким правилам это он меняется? В данном случае ответом на этот вопрос будет не по каким запомнить. И все. Таблица на запоминание. Это каркасная основа, ее надо запомнить, от нее будут строиться дальше фракталы остальные в языке. Это вы свободно по ним пойдете, по-любому. Вот. Дальше. Сложно, наверное, закручиваю, извиняюсь. Аншулдикт. Так, дальше. Мы, они, да? Это, значит, я уже говорил, как мир и зей, получается, будет тот же инфинитив. Мы переписываем, вот, видим его сюда. Вот. То есть, зей и мир, хо-бым. Хо-бым. Вот. И дальше, тут отдельный павлин, я говорил, у него хвост красивый, он все время обособленный. Это такой, вот это... Дуэрземир, помните? Так вот, ду это ты. Вот. И вот здесь я его все время выношу в отдельное. Хотя они, как по классике преподавания, его втыкивают по лицам, и он где-то в середине этой таблицы будет маячить. Понимаете? Но вам важно понять, что это отдельный как бы элемент в этом уравнении. Вот. Он всегда обособленный, он всегда на кой. Вот. И его надо всегда... его всегда больше, чем всех остальных. Это больше, сейчас я покажу где, в окончаниях больше. Вот. Допустим, у нас тут получается do, host. Видите, тут уже не b на test меняется, base на test. Или просто нун в конце. Вот. А тут уже добавляется самех и test. Понимаете, здесь уже серьезные дела пошли. То есть две добавки идут. Вот я их обозначил. Вот. То есть ты, да, do там. Вот. Это я подчеркнул, что, допустим, бейса уже нет, он на самих тест меняется. Вот. Теперь, значит, вот это вы все запомнить должны. Теперь, значит, давайте рассмотрим вот простейшие предложения, как они формируются, допустим, в виде штайч. Допустим, как сказать, у меня есть 2 внука. Вот как это сказать? Вот, а сказать это очень просто. Их хоп, цвей эйниклех. Вот. Допустим, можно это вот так вот записать. Вот.
Нижняя строчка вот эта. Вот. Anyclech точка здесь вот до сих пор там. Да? Вот так я пальцем закрыл. И хоп, цвей Anyclech. Это я имею двух внуков, или у меня есть. Я имею, это некрасиво. Вот. I have там. Зачем это? Дальше. Вот, допустим, как сказать, у нас есть отец, допустим. Да. Мир хобум, а фотер. Это, ну, фотер это как фазер из английского. Вот. Так здесь фотер будет. А фотер это отец. Значит, мир хобум это у нас есть, мы имеем, да? У нас есть, а фотер или просто фотер отец. Вот. Ну, просто он не употребляется, там вот этот артикль нужен хоть какой-нибудь. Или der фотер, в общем, именно этот конкретный. Вот. Дальше. Как сказать, сестра, у сестры есть маленький сын. Вот как это сказать? Die Schwester hat a kleiner Sohn. То есть вы должны ловить, я тут красным пообводил, вот еще недочет здесь сделаю. Вот. Окончания, которые вам нужно ловить в сформированных предложениях. Вот. Здесь пока временных рамок мы не касаемся. Вот. Все это надолго растягивается, вот. Но тем не менее, я думаю, что оно даром не пройдет бесследно, оно должно в голове откладываться. Вот. То есть, смотрите, вот как здесь получается. Вот это вот все, вот последнее предложение, да, получается. Die Schwester hat, видите, я красным выделил, а Kleiner это маленький сын, Sohn, это у сестры есть маленький сын. Вот, дальше. Ну и вот это вот предложение, допустим, как оно тут формируется. Мир хобум, видите, я красным выделил в конце. То есть множественное число, мир мы, да, у нас есть, а фотер это отец. Вот. Значит, то есть простые предложения вы формируете, исходя из вот этой таблицы. Вот, еще раз давайте я ее дам, эту таблицу. Вот. Покажу ее еще раз. То есть понятно. Это как формировать? Главное это окончание. Это вы уже из предыдущего урока должны были это уловить. Значит, теперь, что мы имеем в сухом остатке? Надо подбить какие-то итоги. Вот, значит, вот, допустим, у нас есть слово «шрайбум», да? О чем оно вам может сказать? Ну, шрайб, что это из немецкого помню, что это там, ну, к примеру, это писать, да? Шрайбер это писатель, вот это шрайбум это писать. Это, здесь тоже окончание вы видите какое. Вот. Но давайте-ка немножко поэкзаменуем сами себя. Вот. Что это еще может означать, кроме писать? Это может означать, сразу же вы должны мне ткнуть, что это множественное число, значит, получается у нас. Множественное число. Первого лица, да, это получается, это мы. Вот. И третьего лица они. Вот так вот это получается. Вот. То есть смотрим, что у нас получается. Значит, вот вы сразу это ловить должны. Вот. Вот, то есть шрайбум это как бы тут что-то такое, инфинитив писать, дальше мы пишем и они пишут. Вот это важно, чтобы вы поняли. Вот. Вот. Это сразу три значения у одного слова. Это, ну, определять его, классифицировать можно в тексте согласно контексту. Вот так вот.
То есть вы должны знать, что это может означать. Я к этому подвожу. Дальше, что такое, допустим, schreibt? Вы сразу, опа, а вы уже повелительное наклонение проходили. Значит, schreibt это что такое? Вы пишите, это команда. Не пишите просто, это самое, ну можно и пишите просто. Это тут, но тогда не надо восклицательный знак ставить. Вот. И тогда надо указать, если вы пишете, тогда ihr schreibt. Вот тогда это будет вы пишете, там они спят, он там, не знаю, там собаку купает. Вот я вчера купал, поэтому морду. Вот. Визгу было, капец. Так, ну ладно. Весь в этой трипается, короче. Ой. Все стены, все. Короче, это самое. Так вот, schreibt это но. А как вы определите, что это повелительное наклонение? Я напоминаю с предыдущего урока. Вы сразу скажете отсутствие личного местоимения. Это вы, да? Это самое окончание бт, то есть т в конце. Вот и главное наличие восклицательного знака. Но вместо него, напомню, в фольклоре используется запятая еще вместо восклицательного знака. К этому мы подойдем попозже. Значит, фольклор тоже нужно разбирать. Это он очень помогает обучению. Вы себе не представляете как. Так вот, еще что это может означать? Вы помните по таблице, что это schreibt. Это он, она, оно пишет. Он, она, оно. Это у нас получается, значит, третье лицо. Третье лицо, единственное число. Вот так вот. То есть давайте еще раз посмотрим, значит, как это все на деле звучит. Выглядит точнее. Вы должны привыкать к рукописным буквам. Это и сами тренироваться на письме постоянно. Если не тренироваться, ни хрена не получится вообще. Вот, то есть schreibt, вот, видите, schreibt. У нас это вы пишите, это команда, повелительное наклонение. Он, она, оно пишет. Пишет, вот в конце. Schreibt пишет. Вот, он пишет, она пишет, оно пишет. Дальше. А вот вам слово, допустим, schreib. Что это такое? Шрайб. Просто шрайб. Б в конце. Больше ничего нету. Вы скажете, ну если есть восклицательный знак и нет личного местоимения, это тогда повелительное наклонение первого лица, единственного числа. То есть, точнее не первого лица. Значит, это получается от первого лица, но оно получается как второе лицо. То есть ты пиши. Вот. Ты пиши. И восклицательный знак. Но еще это первое лицо, это я пишу, понимаете, в данный момент. Это, если сказать их schreib, это я пишу. Или, допустим, du schreibt, ну тогда бы надо было добавить schreibst, вот так вот. Или сказать schreibst du. Schreibst du, это, ну ты пишешь, значит, но повелительное наклонение будет schreib, восклицательный знак. То есть мы видим, что schreib это ты пиши, команда, да, вот, и одновременно я пишу, ну тогда надо указывать, но можно и не указать, кстати говоря, это по тексту тоже можно определить. Ну это как такая ошибка, но ее можно игнорировать. Если вы личное местоимение забыли написать, но не стоит восклицательный знак, вот, то тогда понятно, что это пишу просто. Вот пишу, и все. Вот. А теперь давайте немножко поэкзаменуемся. Вот, допустим, что такое, вот есть у нас, допустим, в наличии три слова. Вот, допустим, halten, да, essen и mesten. Вот. Mesten что такое? Это это измерять. Messen измерять. Вот. Essen это кушать, да? Вот. Гадевен кормить, essen кушать. И halten это у нас будет держать. Вот. Это слово запомните, halten. Вот. Да, что-то у Бонема там было с этим связано. To handle the gun, к рукоятке оружия, что-то. Ну неважно. Ma Baker, a Toroful Sun. Ma Baker, to handle the gun. Это что-то, или не там это, в общем, не помню. To handle the gun, да.
Здесь это халтен получается в виде штайча. Вот, это держать. Это. Ну так же оно как халт, это рукоятка, там в общем разные словообразования идут. Так вот, у нас есть эсен, халтен и местен. Вот, это измерять, местен, эсен это кушать, вот, и халтен держать. А ну-ка образуйте ко мне вот это, от этого павлина ду, вот. Согласно вот этой вот таблице, которую я дал, да, ду это у нас последняя, вот. Значит, образуйте мне с вот этим вот окончанием и глагольную основу. Вот в этих двух глаголах. Это вот сами проверьте, как будет халтен, если это инфинитив. Вот, образуйте мне на ду форму. Это ты что делаешь? Держишь, как сказать. Значит, это будет халтст. Халтст. Понимаете? Вот это важно здесь. Дальше эсен будет эст. Вот. Значит, и местен будет мест. Вот, а теперь вы скажете, а что это такое вот халтен, халтст, халтст. Вот так вот оно, халтст произносится. Вот. То есть показать, как это будет, вот так вот это будет. Смотрите сюда. Вот, я выделил красным. Вот, ты, с, ты, видите, халтст. Дальше, ну здесь-то вы скажете, нет ты, с, ты, здесь т просто. То есть n на t переходит. И здесь переходит, допустим, тоже n на t. Это, ну тут st даже получается. Но tst-то нету. Вот. Правильно, вы заметите, правильно. Вот. Значит, есть такие штуки в преобразовании. Вот, что если у вас только в слове есть s, вот, в слове инфинитива, в окончании глагольной формы инфинитива самех присутствует, вот, то там у вас уже добавляется только тес, понимаете, в конце. Значит, но если у вас в глагольной форме инфинитива в конце нету самеха, вот, то у вас добавляется st в конце. Но поскольку халтен, смотрим, у нее изначально была в конце тес, вот, то и это есть глагольная основа без нуна в конце. Вот. Без лангернуна. Значит, то получается, что халт оставляем как глагольную основу, лангернун выпадает у нас, и дальше ст. Итого халтст добавляется. Только потому, что здесь самеха не было. Вот это важно, запомните. Это, вот, чтобы вы знали, как это правильно образовать. Вдруг вас, вот допустим, уточню, в каком городе назову, есть община, в которых студенты после уроков остаются на курсовые лекции по обучению идиштайч. Вот. И им зачитывают это как отдельный язык, если они не пропускали часов, в диплом, в табель, в дипломный табель. Короче, это при институте курсы отдельно организовываются. Страну уточню, потом я здесь где-то в сноске напишу, если найду ее. Вот. На Западе, естественно. Вот. То есть это добавляется к изучению, выученному в институте программе, еще один язык добавляют. Так вот там у них есть контрольные работы, так называемые тесты. И вот если такой тест пройти, то он пройдется именно так, как я вам сейчас дал его. Вот по наличию самеха в этих словах. Понимаете, в инфинитивах. Это и такое же будет окончание в этой павлиней форме ду. Это она обособленная, говорил я. Это что-то такое, что-то с чем-то, где-то как. Вот. Дальше. А теперь потренируйтесь сами. Это вам домашнее задание будет. Значит, в следующем уроке мы его разберем. Значит, инфинитивы я вам дам такие на самообразование. Значит, арбетен, так? Шмуэсен. Это арбетен это работать, шмуэсен беседовать и трахтен. Трахтен это думать. Вот.
Вы знаете, сразу фамилия Трахтенберг какая-то всплыла, да? Но это есть в Тумбалалайке Трахт, Унмахт, это что-то там дальше, потом разберем. Вот, это, ну как, думает, делает, вот такое вот что-то. Думает и делает. Что-то там ночью, Занту Нахт. В общем, то потом отдельно. Значит, я даю вам вот такие вот инфинитивы. Это домашнее задание будет. Значит, образовать в форме do, значит, в этой такой обособленной форме, она самая сложная, поэтому я даю, значит, и, ну, чтобы она четко прописалась. Это второе лицо, единственное число. Вот, образовать формы от вот этих вот инфинитивов. Это что такое? Arbeiten, да? Дальше тут schmuesen, беседовать. Дальше. И здесь будет trachten. Trachten, думать. Ну, это еще klern будет и denken. Думать. Klern и denken. Вот. Но чаще всего trachten, думать. Вот. Трахтенберг, думающая скала или что-то. Ну, в общем, там сложно. Хорошо, хоть не бургомайстер. Так, ну это, в общем, все надо рассматривать, отдельно расписывать. Это я сейчас не готов. Это главное вот. То есть здесь образовали. Все, вы поняли, это домашнее задание. Проверю в следующем уроке, чтобы вы не бездельничали. Хоть что-то надо дома делать, потому что это... Вы так ни хрена... В общем, понятно. Это я сейчас на одесском. Ничего не выучите. Так. Теперь талмуды в сторону. Значит, вот. О фольклоре. О фольклоре. Значит, вот есть, допустим, я вам говорил, что выгодно, изучая идиштайч, разбирать фольклор. Вот. И мы в прошлых занятиях как-то так продвигались по этому направлению. Вот. Где-то в финале каждого урока я что-то там давал, какие-то куплеты из популярных песен. Вот. Не будем отбиваться от этой традиции. Значит, сейчас время тяжелое, вот тут бомбежки, безденежье, короче, воды в кране нет 2 месяца. Вот, приходится мыться там ноги над унитазом, что-то в ванной, по-быстрячку, чтобы было, голову над раковиной, короче, в воду всю эту греешь, в общем, там, в кастрюлях. Ну, война, что вы хотите? Сейчас скажи спасибо, что хоть есть что нагреть. Вот. Такое дело. Значит, и вот пришла мне по этому поводу что-то песня, вот, ну, как-то нерадостно эти моменты все. Поэтому и уроки реже начали выходить. Ослабленный тонус и нет настроения, депрессняк, короче, вот такое все. Значит, песня «Купите папиросы». Да, вот все ее знают, все слышали там. Вот я вас уверяю, что вы слышали звон, да толком не знаете, где он. Это у того же Ефима Александрова, она полностью переработанная или частично. Вот я ее послушал, там от себятины, как говорится, уместной от себятины, которая сценически зашла, скажем так. Вот, разницы никакой не вызвала, нервных каких-то порывов там все. И хорошо сделано от себятина. Вот, спето, хорошо подано, все. Значит, но тем не менее это себятина. Так вот, я вам сейчас дам начало этой песни, мы ее рассмотрим, значит, в духе уроков, которые мы прошли, грамматических. Вот. И дам я ее правильно, вот правильно я ее дам. Не так, как там какая-то толпа на базаре, что-то там кто-то перекрутил от плохого настроения, по-своему переиначил, кто-то что-то дополнил, немецким разбавил каким-то там из 53 диалектов, непонятно каким. Вот. И, короче, в итоге что осталось от идиш? Вопрос. Значит, да. Так вот, значит, начало там как получается? Экалте нахт, анепл дике, финстер уметум, штейт аингеле фортройрт ункук зихарум,
von Regen schützt im Norderwand, окошек halt, arenes Hand und seinen Eugen beten jeden Sturm. Купите кой же папироsen, Трукине von Regen nicht vergossen, кой же billig benemunes, кой же hot auf mir rachmunes, ретевет von Hunger mich hat sind. Это вот этот вот кусок, пока, значит, вам хватит. Вот давайте мы его сейчас рассмотрим, чтобы вы, ой, что ты наговорил, мы ничего не поняли, что такое. Вот чтобы вот этого не было, значит, я вам сейчас даю рукописный текст с выделением орфографических моментов, которые мы проходили. Грамматических, точнее, моментов. Вот. Вы его нигде не найдете. Это, как говорится, я постарался. Это, ну, для начального куска этого хватит. Это все просто нужно делать правильно, произносить правильно и не отходить от первоисточника. Это желательно. Потом уже, когда вы будете более грамотной, как Ефим Александров и вся его компания там сценическая, то вы можете перекрутить на упрощение там в некоторых моментах. Короче, вот. Но тем не менее, переводя первоисточник, я вам говорил, вы понимаете, что имелось в виду изначально. Вот почему я выбрал именно эту песню сейчас, в эти моменты. Вот я вам сейчас покажу, потому что я похож на этого пацана, который там «Штейта Ингеле фортроет ункук зихарум». Вот сейчас вот я, вот смотрите. Вот этот текст, он рукописный, значит, я тут кое-чего выделил. То есть жмите на паузу там, кому надо что. Вот. Я вас уверяю, он вам пригодится. Это если вы видишь, хоть как-то занимаетесь, куда-то собираетесь ехать, где на нем говорят. Эта песня, она в классике как тумба-лалайка находится. До нее потом доберемся. Потому что там тоже не все так однозначно. Она переписанная, перекрученная, перешарпанная, перерванная там этими Берри, там и кем хотите. Это, там непонятно, где у нее изначально то, что автор задумывал. Вот. А не то, что туда привнесли. Вот. Так вот, допустим, Акалте Нахт, Анепл Дика, да? Давайте по переводу сразу быстро, а потом по грамматическим моментам, которые мы проходили. Значит, да, отложим это в сторону, это не надо. Пока. Вот, допустим, Акалте Нахт, Анепл Дике, Финстер Уметум. Это что такое? Дается описание пребывания текущего момента. Вот, чтобы вы погрузились в состояние этого момента песни. Это холодная ночь, Анепл Дике, туманно. Вот, дике это окончание, которое что? Да, как? Туманно, что? Непл туман, Непл дике туманно. Финстер Уметум. Финстер это темно. Это уметум, это везде. Это, кстати, я вот не помню, это гебраизм или нет. Это, но тем не менее. Я дословный даю перевод. Дословно это редкость. Не литературный от себя тяну там накрученный, переиначенный, а дословный текст и перевод. Это очень важно. Редко. Вот. Короче, дальше. Это разобрали. То есть ночь холодная, темно, значит, туманно. Вокруг темно, везде темно. Вот. Штейта Ингеле фортроет ункук зихарум. Стоит мальчишка Ингеле. Фортроет это грустный фортроет. Значит, ункук зихарум. И оглядывается, осматривается точнее. Вот. Кук это смотреть, но если привести к литературному, это оглядывается, а рум это вокруг. Ун кук зихарум. И смотрит зих, это ся. Это мы еще будем проходить. Вот, я надеюсь. Это если это все не прервется по каким-то там причинам военным. Это и прочим. Короче. И ун кук зихарум это оглядывается, осматривается. Вот так вот. Вокруг. А рум это можно перевести как вокруг, а можно как random из английского. Я в русском не знаю, как это будет. Ну, в общем, сами потом посмотрите. Random, randomize. Вот это вот. Это будет арум. Бывает и такое. Не знаю, как в русском обозначить. Понимать понимаю, перевести не могу. Вот.
Короче, дальше. Фон Реген шитст им нора вант, значит, от дождя, значит, как бы охраняет шитст, ну, защищает шитст. Им норавант его, им это уже поддержанные всякие личные местоимения. Вот, это, если хотите, я дам сложную грамматику, уже вход в сложную. Сейчас мы просто легенькую разбираем. Вот. То есть от дождя, фун реген от дождя, шитст защищает им, его, нор авант, только стена, это дивант, это стена. Вот, ну тут авант они использовали, какая-то стена, да. Акошек халт арен исхант. Эрен исхант. То есть это получается окошек, это как кошек, это из украинского корзина, также она здесь и будет. Ну, хант, вот это получается рукоятка, to handle the gun, да, Мабека. Вот. Рукоятка корзины, он окошек халт, аренес хант, то есть корзину держит он в своей руке, это в руке просто, вот так вот. Корзину держит он в своей руке. Handle the gun, да, это английский впутывается, я торможу немножко. Окошек халт, аренес хант, аренес хант, то есть корзину держит, мы только что разбирали этот глагол держать, вот, он в руке. Значит, un seinen Augen beten jeden Sturm. И seinen это уже начало сложной грамматики, значит, быть, вот, потому что is и sein это формы быть слова. Вот. А тут seinen это значит множественное число. Un seinen Augen это перед глазами, глаз двое, значит множественное. И глаза, это быть тоже не переводится, оно используется только как вот это хобом, оно иметь не переводится, оно, у него есть, вот так вот, то есть у меня есть их хобом, вот так вот, а у него хобом, вот так вот. Значит, то есть он seinen Augen beten jeden Sturm, это глаза, а вот тут самое интересное, beten jeden Sturm, это beten, это просятся. Един это, если классику брать, классику литературную, то это как всякое, всякие, всякая, вот такое вот. А штум это безмолвие. Вы себе представляете этого пацана, стоит в темноте, идет дождь, он за стеной, за холодной, короче. Вот. И глаза просятся в безмолвие. Это всяко просятся в безмолвие. Вот. Это жуть, короче говоря. Вот уже поэтому у меня уже комок в горле, понимаете? Мне уже его жалко. Вот. И дальше начинается припев. Припев он сложный. Я вам дал только первую его часть, потому что она интересная. Вот. Интересна с точки зрения изучения языка и новых слов. Вот. Что там дальше? Купите койфт, же койфт, же папиросен. Так вот это купите, понятно, не переводим русский. Даже койфт, же. Койфт это койфун покупать. Я вам давал на изучении куф, по-моему, хов. Ну, в общем, да, на куф изучении буквы. Койфт это купите вы. Мы только что разбирали в этом уроке, почему койфт. Это окончание из предыдущего урока. Это, что это может быть? Же так и переводится. Там зайн и шин. Это же, ну и айн в конце. Купите койфт, же папиросен. Дальше. Трукине фун реген нит фаргосен. Это трукине, вот за этим я лез в словарь, я эту вот часть переводил 15 минут, только потому что долго рылся в словаре, забыл, что такое трукине. Так вот, трукине, это здесь в данном случае сухие. Это вот я вспомнил, там зис мокрый, да, трукин сухой. Вот, трукинер. Так вот, трукине это они, множественное число, значит, сухие, фун реген нит фаргосен, от дождя, фаргосен это гис, это лить, не залитые, фаргосен, залитые. То есть сухие от дождя не залитые. Трукине фун реген нит фаргосен. Дальше. Кой же билик бенемонес. Купите же
там билик написано, но я говорил, что идыш, если вы прочитаете идыш, то идыш, вот так вот, то это будет, не будет ошибка, это классика, то есть входит в классику произношений. Вот, одна из них. Это, так вот здесь вот билик пишется, а билик произносится. Билик, там фамилии есть такие, не будем сейчас касаться из уважения. В общем, но в данном случае как идиш тайч, это переводится как чип and насти, да, у ACDC была, по-моему, тема. Дешево и грязно. Или сердито, там, в общем, по-разному. Но чип это дешево. Так вот, билик или билик это тоже дешево переводится как кой же билик бенемонес дешево, и бенемонес это не бенамунес никакой, бенемонес, вот так вот произносится, это очень важно, это, чтобы не было базарной искажатины, я это не люблю, вот, потому что непонятно, кто вы такой, где-то нахватались или действительно владеете, вот. Так вот, бенемонес это честно. Вот. А в бенемонес это на честноту, скажем так. Вот так вот. То есть дешево и честно, купите дешево и честно. Дальше, коет же билик бенемонес, коет же ход афмир рахмонес. Коет же ход, коет не надо объяснять, уже мы прошли. Ход, вот эта форма хобум, иметь, да, это, а почему ход? Потому что это вы. То есть это получается как окончание тес в конце, потому что вы. Мы только что проходили согласно этой таблице. Где она там? Ну, сейчас мы разберем. Вот. А рахмонес это гебраизм, то же самое. Рахмонес это будет из сожаления, из жалости. Вот так вот. Это как жалость. Это, ну, кто-то вместо ход вставляет от себя тяну год. Это Бог. Афмир это ко мне, ну там да, на меня, ко мне жалостен, милосерден, вот так вот. Можно еще это так перевести. Но в классике, если четко под линию идти, то это ход афмир рахмонес. То есть это купите из жалости ко мне. Вот так вот. Или с жалостью. Ну, где-то так. Значит, и дальше. Кожеход афмир рахмунес. Ратевет фун хунгер михацинт. Вот так вот там идет. Ратевет это рятуйте. Вы знаете, в украинском это спасайте. Вот. Не защищайте, шицт, да? Это вот. Вот. А спасайте. Ратевет, значит, фун хунгер от голода. Мих меня. Да, и ацинт это оно равняется газетному ицт. В прессе используется ицт это сейчас. Но это в газетах. Вот. А если в разговоре, в сленговом, улично-бытовом, домашнем, ацинт используется. Ацинт вот, используется. Это тоже сейчас, теперь. То есть ратевет хунгер михацинт. Это спасаете от голода меня сейчас. Вот так вот. То есть это полностью дословный перевод правильного произношения и правильного текста. Значит, первой части, какой-то части, там, начальной, этой песни «Купите папиросы». Значит, теперь рассмотрим, зачем я это все давал. Вот. То есть у нас есть текст, мной переписанный на рукописный лад. Значит, больше вы нигде этого не найдете. Тут вот смотрите, ункук зихарум. Я повыделял то, что вы должны уже здесь видеть. Это окончания, которые идут после глагольной формы, указывающие на точный перевод и правильное лицевое соответствие. Это, вот, и числовое. Это вы в тексте должны уже их ловить. Кукт. Почему? Потому что он, она, оно, кукт будет. А кукен это смотреть. Вот. Дальше идем. Значит, фунреген шитст им норавант. Вот. Шитст тоже отделяет она, оно. Значит, он, она, оно отделяет. Шитст. Вот. Тес в конце. Дальше. Акошек халт аренес хант. Вот халт тоже держит он
Вы видите окончание? То есть вы уже грамотные в этом вопросе. То есть, говорится, просто так не возьмешь. Вот. За руб за 20. Акоши Халтер ис Хант. Вот. Un seinen Eugen beten jeden Sturm. Тут ничего нет. Зайнен, я вам говорил, это быть, он, она, подожди, оно, они, или просто быть. Это множественное число. Ну, тут тот же самый вариант, что и в инфинитивах. Что оно может означать, мы уже рассматривали. Шрайбум. Что такое шрайбум? Переведите его. Только что я говорил. Дальше. Тут, получается, идет рефер, значит, рефрен это припев. Рефрен припев. Вот. Купите койфт, вы купите. Помните? Койфт. Вот я выделил. Койфт. Дальше идет же койфт, же папиросен. Папиросен. Дальше. Трукене фон Реген, нит фаргосен. Ну, Реген, это не глагольное, это существительное. Реген, дождь. Дальше. Койт, опять же. Опять я показал. Вот вы видите. Койт же билык, чтобы не было инсинуаций на этот счет. Это, то есть, если билик вы произнесете, ну, это будет ханжинское непонятно, в общем, ну, вас поймут. Один холостой, дайте один боевой. Не надо. Вот, то есть, вас услышат, вас поймут. Билик. Дальше. Бенемунес. Вот объясните бенемонес, это посмотрите, как оно пишется в идиш гебраизмах, не в иврит, оно отличается от иврита. Вот. Вот посмотрите, вот как оно пишется. Видите? Бенемонес. Вот. Вы скажете, а где же тут айн? Это чтобы как с прочитать. А вот в гебраизмах я жаловался на это дело, жаловаться. Вот. Что там, как видится, так не читается. Особенно в окончаниях, там с гласными полный напряг и каламбур. Короче говоря, к ним привыкать надо просто. И интуитивно чуйку вырабатывать на них. Вот. Как Айнвойнен или Войнер, это этот проживающий или житель, или жилец, короче говоря, этой территории. Вот. Дальше. То есть Бенемунес, что это в скобках? Это биробиджанский, ну сейчас я не обижаю сейчас, я говорю, что в Биробиджане он еще остался в таком варианте. Это очень-очень даже, я бы туда и съездил, знаете, ну там такая зима холодная, что капец. Это зимовать лучше там не надо. Это именно учебники почитать. Как они учат, мне так интересно это. Вот, так вот это вариант советского идиш. Я думаю, что он там еще остался. Вот. Вот как слышится, так и пишется, да? Вот бенемонес. Бенемонес. Вот это дано вот в этом словаре. Поняли? Это Шапира Шульман Спивак. Или Спивак там, в общем, Шапира Шульман основной. Вот. Это, вот так вот они пишут. Здесь идиш СССР. Вот. А теперь интересный момент. Значит, дальше идет строчка. С бенемонесом разобрались. Бенемонес. Вот так вот. Это коль же ход. Смотрим. Только что проходили. Ход. Это купите вы, поэтому ход. Значит, дальше. Афмир Рахмонес. Вот. Смотрим. Сразу с Рахмонесом разберемся. Вот. То есть я зеленым здесь показал. Вот. Как это выглядит, вот это в гебраистическом варианте написания. Это идиш? Это идиш. Вот, видите, но прочитать его, если не знаете, никогда не прочитаете. Это надо иврит знать, чтобы хотя бы немножко попасть пальцем. Но в идиш они измененные гебраизмы, чтобы вы знали. Вот. То есть вот это вот будет, я его сдублировал сразу, Рахмонес. Вот это я идиш СССР, советский идиш. Вот я его тут так вот написал. А вот это в скобках гебраизм, как он должен быть здесь написан. По классике, по идиш тайч. Вот так вот. Без участия советского идиш. А вот теперь возвращаемся сюда. Что вот это такое? Вот я говорил, что я буду давать отличия западного, вестерн, истерн от советиш Хеймланд.
Вот. Так вот, вот этот как раз зверек, предлог, да, вот это и есть основная бяка-кракозяка, которая вот всем жизнь портит, понимаете? Вот сейчас я к ней дошел. Это и очень несказанно этому рад, потому что когда я что-то объясняю, я второй раз к этому уже не возвращаюсь. Вот так вот это будет. Сказал. Вот, так вот теперь об этом. Дальше. Смотрим. Вот оно пишется, да? Значит, это Лангерфей там, в общем, в конце, вот это вы узнали эту, да? Забияку, кракозяку вот эту. Вот. Ос, это буква. Вот. Так вот, пишется это, как бы вы это прочитали, да? Как бы вы это прочитали. Вот это вы прочитали как ойф, потому что дифтонг стоит и алеф в конце. Так вот это не ойф, а это аф. Аф это на. Понимаете? Оно как по классике как на переводится. Но в зависимости от того, с чем оно используется. Там других масса переводов, которые сходные примерно с на. Вот. Так вот, вот в этом словаре, вот в этом, вы его просто так не найдете. Вот это я вам сейчас дал вариант Western Yiddish, западного идиш. То есть так прочитают и напишут его хасиды на Уильямсбург-стрит. Вот скажем так, в Нью-Йорке. Да? Вот. Но литвак, возможно, об этом и не знает. Понимаете, в Польше, в каком-то селе идиш-община об этом и не знает. То есть им разрешено об этом не знать. И они пользуются вот этим вот вариантом. Вот. Это то, что написано вот в этом вот словаре. Вот. Это Советиша Хеймланд, Советиш Идиштайч. Вот. То есть смотрим. Вот это рукописное, да, аф. И в книжках вот так вот пишется, как аф. То есть вот это заумное ойф, которое вы читаете, за это дам по губам. Это только аф. Вот. Но она идет как сложная приставка в дальнейшем, в дальнейших словах. Я вам ее дам. И она там считается как уф. Не аф, а уф. При том же точно написании. Как через дифтонг ой. Вот в чем дело. Вот это такая вот пакость, которая мешает углубляться в детализированное изучение идиш. Если сразу здесь с ней не разобраться, она вам потом будет вылезать постоянно. А я буду вспоминать, что я вам это говорил, вот, и в этих словах это читается именно вот так вот. То есть, но это гораздо легче, чем прочитать что-нибудь из гебраизмов в классическом варианте их написания. Это вообще жесть. Напомню, вот прочитайте мне вот это слово. Вот не видя то, что сверху написано, вот, а вот это слово прочитайте. Ну, прочитали, вот что вы прочитали? А ну Рахмонес, понимаете, вот так вот. Это поэтому с гебраизмом у меня сразу не сладилось. Вот, ни в иврите, ни здесь, короче. Ну, там это, они по умолчанию в языке их не называют гебраизмами. Вот. А здесь они измененные, поэтому слова семитского происхождения, претерпевшие идиш изменения, они же гебраизмы. Вот так вот. Дальше, что тут у нас? Ретевет, да? Смотрим. Фунхунгер, мих, меня, да? Ацинд, вот. Ацинд. И точка, все. Пункт. Блау-пункт, это белая точка. Так, ладно. В общем, с песней вы это и поняли. То есть, разбираться интересно, разбираться есть в чем. Вот, новые слова вы заучили. То есть, это Рахмонес, Бенемонес. Вот, что тут еще? Ратеве, вот это Жалеве, Ратеве, это вот, ну, из одной оперы. То есть, здесь Ратевет, как используется. Дальше. Что тут еще есть? Ну, кук, смотреть. Вот, потому что там еще есть зен, как видеть. Вот такое вот. Ну, это дальше будем, если попадется, рассмотрим его. Дальше. Койфт тоже рассмотрели. Это купите. Это как повелительное наклонение. Потому что запятая есть. Это а вы, местоимения нету личного. Значит, повелительное. Вы купите. И восклицательный знак, либо запятая. Вот. Что тут еще? Бенемонес Рахмонес. Дальше. Фаргосен это гислить. Фаргосен это залитые. Множественное число. Фаргосен.
Вот. Что тут еще? Трукине, я сказал, это сухие. Вот, тоже множественное число. Дальше. Фортроерт это грустный. Он, значит, Ингеле штейт, а Ингеле Фортроерт, ункук зихарум. Вот. Ну и все, здесь больше ничего такого сложного нету. Непл дико, непл это туман. Это, а уж туман, но вот, вы образуете, потому что дико это приставочное окончание для образования как. Туманно. Вот так вот. Это мы, там их штук 20 приставочных окончаний, может больше. Вот. Это отдельные уроки совершенно. Это уже входит в сложную грамматику, сложный язык. Вот. Сложного там ничего нет против немецкого, еще раз повторю. Но это отдельные уроки. Понимаете, я не могу это все влить в одно. Это еще и на основании вот это вот Lernbuch, еще и пробный, проба. Это детское это как бы. А я сейчас делаю объявление в более взрослое, чтобы было понятно, почему они там дальше сразу погонят взрослыми набросами. Вот. А вы уже это знаете. У вас перед этим были уроки. Следующий урок сделаем. Сейчас посмотрю о чем. Что я там, какие сноски писал. Вот. Следующий урок у нас будет ну это получается как die Zollwörter. Zollwörter это числительные. Что такое Zollwörter? Числительные. Вот. То есть, наверное, на следующем приступим к числительным. Так что домашнее задание у вас есть 3 слова под ду сделать. Это окончание правильное выписать там. Вот. И учить новые слова, которые я дал в этой песне. В начальных куплетах этой песни. Это с правильным переводом, правильным написанием. Вот так. Все надо делать правильно и качественно. Тогда все будет хорошо. Так, все. Es als Limit geendigt. Danken für Aufmerksam. A gute Nacht. Auf Wiedersehen.